Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда эл аралык донорлордон тартылган акча каражаттары тууралуу Кыргыз Республикасынын финанс министри Жээнбаева Бактыгүл Жаныбековнаны маалымат жыйынын баштайбыз. Маалымат жыйынды Түз Абадан ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Бактыгүл Жаныбековна, сөз сизде. Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги мамлекеттик финансларды башкаруу боюнча аткаруу бийлигинин борбордук органы катарында фискалдык саясаттын аркасында өлкөнүн финанс ресурстарын натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууга умтулуп келе жатат. Бардык кыйынчылыктарга карабастан республикалык бюджеттин чыгашалары гана эмес, дээрлик бардык чыгымдар туруктуу каржыланууда. Эми быйылкы жылдын башында өзүңүздөр билесиздер, 2020 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү мурда пландагандай болот деп болжогонбуз. Бирок Кыргызстандын бюджетине олуттуу терс таасирин тийгизген ковид пандемиясынын айынан экономиканын бардык негизги секторлорунда экономикалык активдүүлүк басаңдады. Өз кезегинде бул ири суммада салык жана башка кирешелерден түшпөй калуусуна алып келди. Өзүңөргө белгилендей бардык тармактар туруп калган. Аптека менен эле дүкөндөр иштеп калган. Бүт границалар жабылып, ошонун баары чоң таасир тийгизди. Түшүлөрдүн кыскарышы негизги социалдык милдеттенмелерди аткаруу үчүн олуттуу бюджеттик тобокелдиктерди жаратып, республикалык бюджеттин аткарылышына терс таасирин тийгизгенин баарыбыз баамдап турабыз. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу өкмөттүн алдында финансылык жардамды тартып келүү зарылчылыгы туулду да. Натыйжада өкмөт эл аралык финансылык институттарга жана донор өлкөлөргө төмөнкүдөй 3 бакыт боюнча жардам сурап кайрылууга аргасыз болду. Биринчи кайсы багытка? Бул бюджеттик колдоо. Экинчи багыт бул ковид илдетинин жайылышынан алдын алуу. Үчүнчүсү экономиканы колдоо. Эми мына бюджеттик колдоо боюнча айта кетейин, эң төмөнкү пайыздык чеңдер менен мүмкүн болушунча узагыраак мөөнөттөргө грант жана кредит түрүндө финанс каражаттарын тартып келүү пландалууда. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө көрсөтүлгөн сумманын ичинен 291,9 миллион АКШ доллары эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан келип түштү. Биз мурун деле маалымдап кеткенбиз, бул болсо 241,9 миллион АКШ доллар бул эл аралык валюта фондунан жана 50 миллион доллар Азия өнүктүрүү фондунан. Бюджетке андан тышкары мына жыл аягына чейин бюджеттик колдоого Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 100 миллион АКШ долларын тартып келүү пландалууда. Эми биз андан тышкары жана Европа биримдигинин 12,2 миллион сом АКШ доллары күтүлүүдө. Бирок биз бул жумуштарды эч таштабай дагы эле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бул багытта доллар менен дагы ишибизди алып барып жатабыз. Ошону менен бирге коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу максатында өкмөт өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр тарабынан 56,2 миллион АКШ доллары суммасында инвестициялык долбоорлорду тартып келүүдө. Эми ушул сумма көп мындай суроолорду пайда кылып атат. Мына азыркы күндө 9 миллион доллар иш жүзүндө ашырылып атат да. Бул 9 миллион доллар мына ар кандай чыгымдарга, медицина тармакта, медициналык жабдыларга, чыгымдык материалдарга жана медициналык калдыктарды утилизациялоого жана башка ушу керектүү
медицина тармагына ушу азыркы күндө колдонуп атат. Мындан тышкары азыр мына ушул тапта өкмөт 20 миллион АКШ долларын Азия өнүктүрүү банкы менен макулдашууну жана 15 миллион АКШ долларын Ислам өнүктүрүү банкы менен макулдашууну күчүнө киргизүү боюнча ратификациялоо процессин жүргүзүүдө. Бул акча каражат бизге түшө элек. Бул деген азыр ратификация процесси болуп жатат. Жогорку кеңеште эми мына ошо бүт процедуралар бүткөндөн кийин бул акчалар күтүлүүдө. Ошондон кийин мына акчалар түшкөндөн кийин бул кайда тармакка, эмнеге, эмне сатып алганга ошолордун баары биз ачык айткын өзүбүздүн сайтына жарыялап чыгабыз. Азыркы күндө бул акчалар бюджетке түшө элек. Өзүңүздөргө маалым болгондой, коронавирустун айынан келип чыккан кризис жеке сектордун өнүгүшүнө да оор сокку урду да. Биз өкмөттүн тараптан биз жарыя кылдык элек 14 миллиард сом биз жеке секторго насыя катарында берилет. Мына бүгүн 23-июнда эртең менен биз биринчи аукционду баштадык. Бул KfW Германиялык банк тарабынан ресурстарды мына бүгүн 1,3 миллиард сом акча каражатты аукциондо коммерциялык банктарга таратып чыгабыз. Андан бул жумушту токтотпой, эмки жумада ушул аукциондун экинчи бөлүгү болот. Андан тышкары дагы ушу келген ушу жумада жана келаткан жумада биз кошумча дагы акча каражатты берип чыгабыз. Эми дагы бир айта кетчү нерсе, бул бүт акча каражаттар мына транспаренттик түрдө бөлүнүп берилип атат. Биз мына суроолор пайда болсо, же кат жүзүндө бизге жазса, же биздин сайт аркылуу кайрылса, биз баардык суроолорго кандай акча каражат бөлүнүп атат, бүт бар маалымат бергенге даярбыз. Ошондуктан мына айта кетчү нерсе, биякта шек болбош керек. Биздин жарандардан кайсы суроолор болсо, биз ошол суроолорго жооп бергенге толук кандуу даярбыз. Здравствуйте. Разрешите мне коротко сказать о ситуации ситуация с государственными финансами. Министерство финансов, как центральный орган исполнительной власти по управлению государственными финансами, стремится эффективно, бережно управлять финансовыми ресурсами страны, невзирая на те трудности, с которыми мы столкнулись. Вот не только расходы республиканского бюджета, абсолютно все выплаты республиканского бюджета производятся прозрачно и в доступном режиме. Они доступны на нашем сайте. Кроме того, мы постоянно информируем общество о ситуации в финансовых потоках. В начале текущего года мы предполагали, что доходная часть бюджета будет сформирована, как ранее запланировано. Однако из-за пандемии COVID, которая оказала существенный негативный эффект, в том числе и на бюджет страны, произошло замедление экономической активности во всех ключевых секторах экономики. Это, конечно же, повлекло за собой выпадение налоговых и других доходов. Я просто хотела еще раз напомнить, обратить ваше внимание, что практически остановился весь бизнес. Работали только очень отдельные сектора, такие как продовольственные магазины, аптеки. Все остальное было закрыто, естественно, выпадения были существенными. Но, несмотря на это, мы ни на минуту не останавливали социальные платежи, вовремя выплачивались пенсии, пособия. И в связи со сложившейся ситуацией у нас просто перед правительством возникла острая необходимость
значит, привлечения внешней финансовой помощи. Во время привлечения, во время переговоров мы, значит, выстроили нашу работу и работали в 3 направлениях. Значит, привлечение помощи – это для поддержки бюджета, привлечение помощи для предотвращения распространения коронавируса, и 3 направление – это поддержка экономики. Вот что касается привлечения, значит, бюджетной поддержки, значит, на сегодня мы получили от Международного валютного фонда 241,9 миллионов долларов США. Значит, получили от Азиатского банка развития 50 миллионов долларов США. Ведем, значит, процедуры и ожидаем привлечения ресурсов Евразийского фонда стабилизации и развития и Европейского Союза. Все средства, они используются на полностью прозрачной основе. Ресурсы Международного валютного фонда, которые были получены в качестве первого транша, мы полностью опубликовали. И мы можем полностью предоставить расшифровку всем, кто желает ее получить. Значит, средства Азиатского банка развития мы получили недавно, и в самое ближайшее время, я думаю, что мы на этой неделе уже опубликуем полное использование средств Азиатского банка развития. Второй транш Международного валютного фонда еще пока не использован. Как только мы начнем им пользоваться, также все платежи будут опубликованы. Значит, что касается средств, которые были получены для борьбы с коронавирусом. Значит, мы здесь говорили о сумме 56,2 миллионов долларов США. Значит, из них в рамках проекта Всемирного банка первые 9 миллионов долларов они находятся в работе. Вот эти деньги сейчас используются на различные расходы, оборудование, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и так далее. То есть эти 9 миллионов долларов имеют, значит, твердую раскладку, куда, значит, они будут направлены. И эту информацию мы также публикуем. Она доступна, и мы обязательно ее еще раз опубликуем для того, чтобы эта информация была доступна всем. Что касается, значит, других проектов, вот Всемирный банк, значит, на сумму 21 миллионов долларов. Значит, она прошла все процедуры, но еще, значит, закупки по ним не начались. То есть идут первые тендерные процессы, но эти средства также распределены, известно по каким направлениям. Мы тоже можем опубликовать, значит, куда, как, и они будут расходоваться. 2 других проекта: Азиатский банк развития и Исламский банк развития 20 миллионов долларов, и Исламский банк развития 15 миллионов долларов, они проходят процесс ратификации в настоящее время в Джорку-Кенеше. То есть эти средства не поступили, эти средства не использовались. Как только, значит, они поступят и начнут использоваться, естественно, мы тоже будем публиковать, значит, всю информацию по этим средствам. Теперь, что касается поддержки бизнеса. Значит, коронавирус сильно ударил по развитию частного сектора, и мы хорошо понимаем, что сейчас необходима дополнительная ликвидность для частного сектора, поэтому, значит, у нас есть договоренности с донорским сообществом. Кроме того, мы также, значит, из бюджета готовы поддержать, значит, бизнес. И вот я бы хотела бы сказать, значит, есть проекты Всемирного банка на поддержку частного сектора, проект по социальной защите, значит, от Европейского инвестиционного банка проект для поддержки малого и среднего бизнеса. Все эти проекты пока еще не начали работать. То есть Всемирный банк, значит,
проекты Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций находятся в процессе переговоров. Европейский инвестиционный банк мы можем осваивать, начиная с июля месяца. В настоящее время мы начинаем освоение встречных фондов. В частности, сегодня, 23 июня, мы проводим аукцион среди коммерческих банков по средствам от KfW, немецкого банка развития. Сегодня мы проводим первый этап, на следующей неделе и так далее мы будем проводить поэтапно следующие аукционы. Кроме того, мы планируем выдачу кредитных средств для поддержки бизнеса непосредственно с бюджета. Эти ресурсы также начнут распределяться уже в самое ближайшее время. Мы будем об этом постоянно объявлять на нашем сайте. Таким образом, несмотря на все трудности, Министерство финансов будет выплачивать все обязательства по зарплатам, пенсиям, пособиям, другим социальным выплатам своевременно и будет прилагать все усилия, чтобы обязательства правительством были выполнены в срок. Спасибо за внимание. Спасибо, Бактыгуль Жанбековна. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые отправили нам представители СМИ. И первый вопрос от издания «Тазабек». С каждым днем эпидемиологическая ситуация ухудшается. Что будете делать, если денег в бюджете не хватит? На самом-то деле, вы знаете, чрезвычайный бюджет был только недавно принят. И мы здесь максимально старались учесть все возможные риски. Как вы видите, мы привлекли достаточно большое количество ресурсов для борьбы с COVID. В бюджете у нас также предусмотрены суммы для выплат в области здравоохранения. Я думаю, что мы должны справиться с этой ситуацией, но, как вы знаете, если ситуация будет критично и кардинально ухудшаться, то, конечно, на эти ситуации мы тоже будем реагировать и, соответственно, дополнительно менять бюджет. Спасибо. Следующий вопрос. Сколько сейчас составляют недопоступления по таможенной и налоговой службам? По каким службам еще есть недопоступления? Я могу сказать сейчас по результатам 5 месяцев. Со стороны налоговой у нас недопоступление составило 5,5 миллиардов. Со стороны ГТС, таможенной службы, у нас сумма составила 7,7 миллиардов. Общая сумма составляет почти 13,3 миллиарда сомов. К сожалению, эти были результаты 5 месяцев, и мы сейчас очень надеемся, что бизнес начнет восстанавливаться, границы откроются, и, соответственно, налоговая и таможня начнут постепенно восстанавливать объемы, которые мы запланировали в бюджете, и мы сможем эти отставания закрыть. Спасибо. Следующий вопрос. Расскажите про финансирование частного сектора через банки по программе правительства, суммы, объемы, ставки и результаты. Я хотела обратить внимание, опубликована программа правительства, там, где очень подробно дается информация, на что выдается, на какие сроки, по каким процентным ставкам и так далее. Но когда мы привлекаем ресурсы, они имеют разные источники происхождения. То есть, допустим, Всемирный банк имеет свои определенные требования, скажем, немецкий банк развития, у них есть свои требования.
допустим, других доноров есть, значит, определенные требования. В целом мы правительственную программу пытались обобщить и так, чтобы, значит, вот по донорские средства и наша правительственная программа и условия их, они были максимально совпадающими. Но, тем не менее, значит, в каждых случаях могут быть свои особенности. Ну, например, может быть, некоторая программа будет для сельхозпроизводителей, какие-то программы будут для среднего, для индивидуальных предпринимателей, какие-то для среднего-малого бизнеса. В каждом конкретном случае мы будем постоянно объявлять и будем постоянно рассказывать детально о том, значит, каковы условия для получения этих льготных средств. Спасибо. Что же касается договоренности по списанию государственного долга, на каком этапе и с кем ведутся переговоры? Очень сложный вопрос на самом-то деле. Он не просто сложный, нам потребуется, значит, достаточно длительное время для того, чтобы, значит, провести и тщательно провести все необходимые переговоры. Сейчас, на сегодня у нас есть уже договоренности с Парижским клубом, значит, по странам, членам Парижского клуба об, значит, переносе выплат этого года на 22, 23, 24 годы. Но, конечно, эти договоренности только вот начаты. Мы сейчас ведем переговоры не просто по переносу, этого недостаточно. Нам нужна глубокая реструктуризация. И вот для этой глубокой реструктуризации в Минфине начата работа. И как только у нас будут первые результаты, мы, конечно, будем об этом рассказывать. Вот, уточняющий вопрос также от издания «Тазабек». Что подразумевается под глубокой реструктуризацией и каких изменений вы хотите добиться? Глубокая реструктуризация подразумевает, значит, скажем, разные процессы. Значит, где-то, может быть, какие-то частичные списания. Может быть, это будут обмен, допустим, на экологические программы, на программы по зеленой экономике. Возможно, значит, программы, которые способствуют развитию того же сектора здравоохранения или социальной помощи. Поэтому реструктуризация, глубокая реструктуризация, она может быть в разном виде, в зависимости от того, какая это страна и какие договоренности мы можем, значит, достигнуть в том или ином случае. Спасибо. Расскажите подробнее о программах обмена долга на проекты в различных сферах. Что за проекты, каким образом будет долг заменяться на проект? Ну, знаете, как я уже сказала, эта работа начата, и поэтому сейчас привести конкретное, вот этот проект будет, значит, заменен на такой проект, к сожалению, я не могу сказать. Как только, значит, как только у нас будут первые результаты, мы объявим. Дело в том, что на процесс переговоров еще влияет то, что многие, значит, институты, особенно коммерческие институты, с которыми нам необходимо вести переговоры, тоже находятся на карантине, и, к сожалению, не всегда удается нам оперативно провести эти переговоры. Вот, соответственно, значит, мы пока еще вот о результатах не можем сказать. Спасибо. Будет ли Минфин создавать стабилизационный фонд или резервный счет на случай ЧС, и если да, то из каких средств? На самом-то деле вот ситуация с COVID, она продемонстрировала нам, что, конечно, такие стабилизационные фонды создавать надо. Но, к сожалению, сейчас, в этом году, создание стабилизационного фонда пока не представляется возможным. Тем более, вот как мы уже говорили, если ситуация будет ухудшаться, то нам надо будет, значит, еще дополнительно производить расходы. Но в следующие годы и в дальнейшие годы нам обязательно надо будет такие стабилизационные фонды создавать, потому что жизнь показала, что мы очень уязвимы, значит, на случай вот таких
чрезвычайных ситуаций, которые вот у нас на сегодня есть. В каком режиме работают сотрудники Министерства финансов из-за пандемии? Ну, я думаю, что мы работаем так же, как и вся страна, то есть в период карантина и чрезвычайного положения большая часть сотрудников находилась на удаленной работе. В настоящее время, значит, сотрудники работают в обычном режиме, но нужно сказать, в связи с тем, что, значит, сейчас было очень много работы вот, в связи с формированием бюджета, было очень много работы, которые по переговорам, по переговорным процессам, по привлечению донорских средств, то, естественно, приходилось работать допоздна и больше, чем обычное рабочее время. Но я очень рада, что сотрудники Минфина понимают, значит, ситуацию, с пониманием относятся и работают столько, сколько нужно для нашей страны. В каком объеме ожидается выпадение доходов бюджета по итогам полугодия? Вы знаете, я скажу по, значит, итогам года, какой бюджет, значит, мы дефицит запланировали, это 27,6 миллиардов. Вот, и мы надеемся, что доходная часть, о которой мы говорили, это 135,3 миллиарда, и расходная часть 163 миллиарда. Мы надеемся, что мы выполним этот бюджет, мы не отклоняемся. Этот бюджет нам, значит, утвердил наш парламент. Соответственно, в этом бюджете предусмотрены все социальные выплаты, предусмотрены дополнительные выплаты, связанные с ковидом. Есть также, значит, расходы, которые связаны с важными государственными программами. И мы надеемся, что мы этот бюджет выполним в полном объеме. Спасибо. Планируется ли еще получение внешней помощи, в том числе для поддержки бюджета? Ну, знаете, мы полагаем, что, возможно, да, мы ведем еще дополнительные сейчас переговоры и с Европейским Союзом, и с Азиатским банком развития, и мы постараемся, значит, привлечь еще ресурсы, потому что, вот как вы уже задавали вопрос, если ситуация будет ухудшаться, конечно же, нам потребуются еще дополнительные ресурсы. Будет ли пересматриваться объем субсидий в 2020-2021 годах для снижения нагрузки на бюджет? Здесь вы имеете в виду субсидии, значит, к государственным предприятиям, которые, значит, запланированы в бюджете? Если вы имеете в виду эти субсидии, то они не будут увеличены, они, значит, будут исполняться в том объеме, которым нам утвердил наш парламент. Почему учителям образовательных учреждений не выплачивают отпускные? Ваше мнение? Учителям образовательных учреждений полностью выплачены отпускные сегодня по всей республике. Значит, ни СОМа, ни ТИНа мы не задержали. Значит, я думаю, что учителя по всей республике подтвердят, значит, о том, что они получили все необходимые выплаты. Если вы говорите о городе Бишкеке, здесь, значит, есть технические причины. Значит, у нас в бюджете запланирована сумма в размере 744 миллиона сомов, значит, в качестве беспроцентной суды для города Бишкек, для образовательных учреждений. И как только мы оформим все необходимые документы между нами и, значит, мэрией, эти суммы будут предоставлены в незамедлительном порядке. Спасибо. И ушул эле суроону мамлекеттик тилде берсем, жалпы билим берүү мекемелеринин мугалимдерине эмне үчүн эмгек өркүү акылары убагында төлөнбөй жатат? Бардык акылары азыркы күндө төлөнүп берди. Эч азыр бизге жалоба же претензия төлөнбөй калды деген жок. Биз убагында ар бир тыйынды, ар бир сомду мугалимдерге убагында жеткирдик. Ошондуктан азыркы күндө биз
100% айта алабыз, акылары баары толугу менен төлөнүп бүттү. Бирок Бишкек жөнүндө айтсак, биякта баягы техникалык процедураларга карата проблема чыгып атат да. Биз бюджетте акча каражатты 744 миллион сом карап бердик. Бул сумма баягы келишимдерди жана баягы керектилүү кагаздарды, документтерди бүтүрөр менен бүт акча каражаттары төлөнүп берет. Ошондуктан Бишкекте да бүт мугалимдер акыларын, отпускнойларын алышат. Будут ли выплачиваться пенсии и пособия пенсионерам и инвалидам без задержек? Вот сегодня у нас 23 июня, и начиная с начала года пенсии, пособия, все необходимые выплаты, они не задерживались ни на минуту, ни на секунду. Все получали своевременно, и мы все выплачивали своевременно. И мы постараемся, вот мы, как я уже говорила, весь бюджет тщательно старались просчитать, и мы постараемся вот до конца года все выплаты произвести своевременно. Я думаю, что здесь наши стремления, они обоснованы, и мы верим, что здесь никаких задержек не произойдет. Спасибо. Когда будут выплачены компенсации военнослужащим и милиционерам, работавшим во время ЧП? Вот здесь, кстати, тоже, значит, к сожалению, значит, есть некие технические процедуры. Вы понимаете, что списки, они большие, они формировались по всей стране. Здесь были задействованы, значит, задействован силовой блок всей страны. Соответственно, списки уточнялись, суммы уточнялись. И вот, насколько мне известно, сейчас уже в правительстве все эти процедуры завершены. Как только Министерство финансов получит соответствующий документ, незамедлительно начнутся все выплаты. Средства в бюджете для этой цели предусмотрены, и мы их выплатим. Спасибо. Ушул эле суроону кайра мамлекеттик тилде берсем, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кошумча айлык төлөнүп башталдыбы? Буга жалпысынан канча каражат жумшалат? Бул жактан да айтып кетчү нерсе, бул жана техникалык процедураларга жараша болуп атат да. Эми баарыңар түшүнөсүңөр, ушундай кырдаал бүт жерлерде болду, эми бүт силовой блок ошол жерде иштеди. Ошондуктан баягы спискаларын тактап, суммаларын тактап, ошолордун баарын тактаганча бир топ убакыт кетип калды да. Ошондуктан мен азыр маалыматым бар, ушу бүт такталып, бүт баары азыр өкмөткө өткөрүлдү. Өкмөттөн биз тиешелүү кагаз, тиешелүү документ алар менен эле биз акчаларды бергенге даярбыз. Ушу күндөрү болуш керек. Биз бюджетте бул акчаларды карап, ушул акчалар азыр берилип башталат. Спасибо. Следующий вопрос от редакции 24 KG. Правда ли, что деньги получат только те сотрудники правоохранительных органов, кто стоял на посту, а центральные аппараты ГПС, Генштаба, МЧС и МВД не получат средства? Ну, вы знаете, честно признаться, мне здесь трудно ответить на этот вопрос, поскольку списки, значит, формировались непосредственно этими организациями. Соответственно, они принимали решения, значит, кому, в каком объеме, как будут выплачиваться. Но, насколько мне известно, то все задействованные органы, значит, всем задействованным органам будут предназначены данные выплаты. Но более детальное распределение уже надо непосредственно уточняться с этими органами. На что потратили второй транш от Международного валютного фонда? Второй транш, вот я уже говорила в своем выступлении, он пока не потрачен. Значит, у нас впереди еще июль-август месяц. И мы, значит, как только эти средства будут использованы, мы, естественно, как и первый транш, полностью опубликуем, куда, как и на что, значит, они будут истрачены. Сколько денег из перечисленных донорами средств еще осталось? Ну, на самом-то деле, вот если вы обратили внимание, то я подчеркнула о том, что
процесс переговоров ни на минуту не останавливается. То есть мы постоянно ведем переговоры. Ну, например, вот как пример Исламский банк развития, да, допустим, по проектам по среднему и малому бизнесу они несколько у нас замедлились ввиду того, что мы сейчас обговариваем условия. Кстати, вот Исламский банк развития тоже, большая часть сотрудников находится на удаленной работе, и вот эти переговоры очень затруднены. Но в то же время у нас очень активно пошли переговоры по Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, и значит, этот процесс пошел гораздо быстрее, и мы уже значит, ожидаем, что, видимо, эти ресурсы поступят к нам, допустим, раньше, чем другие, которые мы думали, по которым мы думали, что переговоры завершатся. То есть это такой постоянный процесс переговоров, постоянный процесс, значит, изменения каких-то условий, каких-то сумм. Как я уже говорила, мы стараемся получить на максимально льготных условиях. Поэтому мы все время будем сообщать, значит, какие суммы по каким суммам мы ведем переговоры, какие суммы мы получили. Но вот как я уже сказала, что процесс получения денежных средств от доноров – это не такой быстрый процесс. Да, мы объявляем, мы говорим, доноры также объявляют, но прохождение процедур получения этих средств значит, не происходит очень быстро. И как только мы их получаем, мы тут же все это опубликовываем и полностью прозрачным делаем для всего нашего общества. Когда можно ждать результатов переговоров по реструктуризации внешнего долга? Ну, я уже на этот вопрос ответила. Значит, очень сложный вопрос, и он затруднен в связи с тем, что вот многие в странах и организации находятся значит, в состоянии ограничений, карантина. Вот, я думаю, что в любом случае этот процесс будет значит, длительным, и он будет, значит, в каждом случае индивидуальным, то есть с каждой страной, с каждым институтом, и как бы этот процесс быстрым не будет. Спасибо. Социалдык кызматкерлердин айлыгы качан көтөрүлөт? Мне на этот вопрос пока трудно ответить. Мен азыр мындай жооп бере албайм, анткени өзүңөр түшүнүп турасыңар, ушу жылы биз деген мына азыр туруктуу бюджет кармап, ушу азыр болгон социалдык выплатарды төлөп бергенге аракет кылып атабыз. Бирок баягы жогорулат деген азыр эмелерге мен так жооп бере албайм. Минфин выделяет суду на отпускные зарплаты учителям Бишкека, но город просил целевой транш. И сейчас БГК против суды, потому что ее надо будет возвращать. Почему Минфин отказывается выделять транш? Ну, потому что законодательство, у нас есть бюджетный кодекс, и мы действуем в соответствии с бюджетным кодексом. То есть если в прошлом году мы по закону должны были возместить, поскольку значит, правительство вводило, значит, вводило повышение заработной платы учителям, соответственно, мы эти средства в качестве трансферта городу выделили. Но в последующем, значит, в последующие годы эти средства должны быть предусмотрены уже в бюджете самого города Бишкек, то есть в местном бюджете. И местный бюджет уже сам, значит, должен выплачивать эти средства. Но мы понимаем, что ситуация сложная. Город Бишкек, может быть, наиболее всех пострадал в части, значит, выпадения доходов местного бюджета. И в связи с этим, значит, мы согласились предоставить беспроцентную суду, которая разрешается законодательством. Поэтому здесь вопрос, значит, только законодательства.
Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем пресс-конференцию в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировала министр финансов Кыргызской Республики Джембаева Бактыгуль Жаныбековна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.